моих одноклассников есть много шуточных расшифровок слова ОБЖ, но этим ребятам не до шуток. Вы только вдумайтесь, основа безопасной жизнедеятельности. Уже по одному слову понятно, что этот предмет важен для каждого. Мы на региональном этапе Всероссийской олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности. В ней принимают участие 9, 10 и 11 классы. Проходит олимпиада в 2 этапа – теория и практика. На теоретическом ребята отвечают на вопросы письменно, ну а на практическом самое интересное, поэтому гора новостей здесь. Школьников ожидают 7 заданий, которые включают в себя вязание индивидуальной страховочной системы из веревки, ориентирование на местности, определение азимута, подготовка пострадавшего к транспортировке, снаряжение магазина патронами, подача сигнала бедствия, стрельба по мишеням, а под конец оказание первой помощи пострадавшему. Участвуют в Олимпиаде более 200 человек, и, конечно же, многие ребята справляются с заданиями на ура, и вот одна из участниц. Почему ты участвуешь в Олимпиаде уже 3-й год? Знаете, с чего все началось? Началось все со школы безопасности. В 6 классе мы поехали на соревнования, и мне запало очень в душу, потому что, казалось бы, да, там это не математика, это не русский язык и другие предметы, но могу сказать по практическому опыту, ОБЖ, она направлена больше на жизнь. Ты вникаешь, понимаешь, ты можешь в любой ситуации где-то сориентироваться, даже те же самые экстренные ситуации. Вот мы работали на практике, это та же самая стрессовая ситуация. Ты умеешь это применять в жизни, поэтому это, я считаю, что это самая нужная олимпиада, в принципе. Олимпиада по ОБЖ самая молодая, проводится с 2008 года. На школьном этапе участниками Олимпиады могут быть школьники с 5 по 11 класс, на муниципальном этапе с 7 по 11 класс, на региональном и заключительном с 9 по 11 класс. Но гипотетически и пятиклассник может записаться в старшую школу, 10-11 классы, если он заявил о своем участии на школьном этапе в этой группе с самого начала Всероссийской Олимпиады. В таком случае, если он успешно пройдет школьный, муниципальный и региональные этапы, то может стать участником заключительного этапа. Для эффективной подготовки участников Олимпиады существует большое количество соревнований. Это всероссийские детско-юношеские движения, школа безопасности, юный спасатель, юный пожарный, соревнования военно-патриотических клубов и так далее. Как ты готовился к Олимпиаде? Я вообще проходил курсы от «Авроры». Первый раз я участвую на Олимпиаде регионального этапа. Я выступаю от Тумазинского района. Я прошел муниципальный этап, у нас был онлайн-зачет. Я его успешно сдал. И нас всего 5 из Тумазинского района. ОБЖ – это предмет, который не стоит на месте, развивается наука, техника, меняются условия жизни людей. Соответственно, корректируются и условия обеспечения безопасности. При составлении задания Олимпиады учитываются все новшества. Выбирая для участия Олимпиады по ОБЖ, вы должны быть готовы к получению широкого перечня теоретических и практических заданий, отработке большого комплекса действий, доведенных до автоматизма, и, конечно же, к принятию решений в изменяющихся условиях. Научившись этому, вы не только будете готовы к Олимпиаде, но и приобретете новые навыки и умения, необходимые для жизни. ОБЖ нельзя отнести ни к гуманитарным, ни к техническим наукам. Это учение о том, как нужно поступать в опасных ситуациях, от которых, к сожалению, никак нельзя скрыться. Так что сдавать Олимпиаду по такому предмету – это не только работа на красивый аттестат, это забота о себе. Полина Кирчанова, Ильнар Бигбов, специально для «Горы новостей».